Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как цветы и травы Якутии. Цветы нам дарят настроение и пробуждают вдохновение, как символ чистой красоты, ведь очень трудно без мечты. Сегодня мы с вами узнаем, какие цветы и травы растут в Якутии. Конечно, цветы появляются летом. Да? Цветы и травы по-якутски мы называем от-юней. От-юней. Цветы растут летом. Да? Перед вами картина лета якутского. По-якутски мы называем сайын. Сайын. Угу. Закария. По-афгански лето как звучит? Табистан. Хорошо. Ая на арабском? Асыр. Да. И лето в Египте очень жаркое. Да. Цветы растут круглый год. Каждый день. Да. А в Якутии только летом. Да. Цветы – это символ радости, любви и хорошего настроения. Какие цветы растут у вас на родине? Угу. Абдул, какие цветы растут в Афганистане? На море. Хорошо. Еще розы растут? Розы, одуванчики растут? Да. Да, очень хорошо. Угу. Многие люди думают, что Якутия – это постоянно холодно. Да? Лета нет. Но это ошибочное мнение. Лето, сайын, в Якутии начинается в конце мая. Месяц май. Да? Угу. На севере начинается в середине июня. В середине, половина июня. Да? В середине. Летняя погода отличается сильными суточными колебаниями температуры. Жара днем сменяется ночной прохладой. В тундре, на арктическом побережье безморозный период составляет всего 1-2 месяца. А на островах он вообще отсутствует. Самый теплый летний месяц, самый теплый, это июль. От-ыя. На якутском звучит так. От-ыя. Когда дневная температура в центральной Якутии может превышать плюс 30 градусов. Плюс. И в это короткое время растет очень много цветов. Здесь цветы очень яркие. Посмотрите, это сардана, лилия даурская. Лилию в Якутии очень любят. Да? Да. Вот перед вами сережка. Да? Сардана. Угу. Цветок сардана в Якутии имеет такое же значение, как сакура в Японии, пионы в Китае. Это самый красивый цветок, который резко контрастирует с суровой северной природой. Сардана является символом нашей республики. Ей посвящены много песен и стихотворений. Сардана – излюбленное женское имя. Да? Девочку могут назвать Сарданой. Следующий цветок – это нюргухун. 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 По-русски
Прострел. Здрасте. Да. Сон, трава. Еще называют подснежник, потому что этот цветок появляется из-под снега. В мае мы вместе поедем и будем наблюдать за этими цветами. Да? Посмотрите, прострел раскрытый или сон трава – это первый цветок, оживающий после суровой зимы. Ему не страшны ни снег, ни сильные морозы, ни весенние заморозки. И это верный признак, что скоро будет лето. В республике с 2004 года 18 мая празднуется День подснежника – Нюргун-күне. Этот праздник считается доброй традицией в Якутии. Посмотрите, на поле подснежники бывают разные. Какого цвета, Мухаммад? Цвет какой? Фиолетовый и эспе? Желтые. Да, они разные. Очень разные. Есть еще розовые. Здесь, в Якутске, растут желтые подснежники. Желтые. Подснежник имеет в якутской культуре большое значение как символ красоты, молодости и в то же время силы, выносливости. Родители называют своих дочерей в честь весеннего цветка Нюргуяна. В настоящее время большинство видов подснежников занесено в Красную книгу как исчезающий вид. Собирать их нельзя. Это багульник, чемперек. Растение, занесенное в Красную книгу. В науке его называют рододендрон даурский. Когда он цветет, обычно это происходит в начале мая, открывается изумительный вид. На фоне сосен и берез стоят сплошные кусты, некоторые в человеческий рост, усыпанные цветами сиреневого цвета. Теперь посмотрите на этот цветок. Эсме, какого цвета? Желтый. Да, это желтые. Они похожи на пуговки, пуговицы, да? И их называют тимях-от. Тимях-от. По-русски пижма. Да, пижма. Перед вами лекарственное растение. Обладает сильным запахом. Яркие, желтые цветки хорошо заметны издали. Высота 60-125 сантиметров. Листья располагаются по направлению от севера на юг, по меридиану. Используется в пищевой промышленности как заменитель корицы и мускатного ореха. Как лекарственное растение очень полезно применять при болезнях пищеварительных органов, при заживлении ран. Цветок – это касатик, ирис, бага-батаха. Бага-батаха. Мухаммад? Бага-батаха. Бага-батаха. Да, это бага-батаха. Слово «ирис» по латыни означает «радуга». Растение названо так за красоту цветков. Цветки опыляются шмелями и мухами.
Это декоративное растение, имеет много сортов. Раньше из цветка добывали зеленую краску. Теперь посмотрите на иван-чай. Называется по-якутски кучу. Закарья? Кучу. Ая? Кучу. Перед вами кучу. Растение цветет в июне-июле. Образует большие площади зарослей после лесных пожаров. Медоносное. Употребляется вместо чая. Да, это чай. Да? Молодые листья съедобны. Семена – это источник пищевого масла, да? А стебли применяют для изготовления веревок. Очень прочная трава. Сейчас в Якутии собирают очень много иван-чая, чтобы приготовить прекрасный напиток. А теперь давайте будем пить якутский чай. Приятного чаепития!